Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 7 апреля на пятницу. Смотрим с вами все знаки зодиака по очереди от овнов до рыбок в двух частях по 6 знаков. Смотрю на колоде пасьянс. Овны. 7 апреля, пятница. События дня. Покажите мне, что будет у овнов в пятницу. Сразу же успех. Первое событие. Известие, новость, получение какой-то информации. Обман, маска. Возможно, смотрите, вот эта информация, которая придет, может быть обманом. Рядышком, видите, выпадает. Встреча деловая, свиток. Ага, тут смотрите, тут был и ключ, и свидание. Ну, я первый ключ увидела, оставляю его. Ключ – это возможности, открытые двери, да, то есть когда все в ваших руках. Да, то есть в ваших руках ваш успех. Если вы розочку увидели, тогда проиграется у вас свидание. Домик – это праздник, события, может быть, дома. И будильник всегда предупреждает нас о том, что в этот день, если назначена какая-то встреча, да, то есть или событие у кого-то из родственников, да, то вы можете опоздать. Так, проверяем горизонталь, вертикали, смотрим строго по горизонтали, строго по вертикали. Диагоналями соединять нельзя. Ну, я не увидела. Значит, смотрим, получается у вас в этот день, показывает, будет успех, будет какое-то получение. И получение может быть связано с обманом. Поэтому, если получаете посылку, получаете какую-то информацию, приходит, обязательно все перепроверяйте. Маска, обман. Дальше деловая встреча. Все в ваших руках. Событие, праздник. И будильник показывает, что вам надо будет следить за временем, потому что вы можете где-то куда-то не успевать. Предупреждают вас. Ну, вот такая информация. Есть даже предупреждение. Благодарю за внимание, овны. Перехожу к тельцам. Так, тельцы смотрим. 7 апреля, пятница. События дня. Расческа. У вас первая сразу же выпадает неприятность. То есть она может произойти прямо с утра. Первое событие. Может быть, покажут, что именно это за неприятность. Колокольчик. Пустые разговоры. Угу, смотрите, есть рыба.
А рыба – это скользкое дело. Хитрость, обман, да, то есть когда вас пытаются поймать как рыбку на свой крючок, да, на свою удочку, поэтому будьте осторожны. Это могут быть мошенники, это какие-то махинации, якобы заманчивые предложения, да, то ну, там есть какие-то подводные камни. Еще выпадает тайное свидание, тайная встреча. По вертикали есть еще сердце. Нашла я вам. Корона еще есть по вертикали. Корона – это общение с влиятельным человеком. Вот, возможно, этот человек может вас обмануть, да, по рыбе. То есть, кажется, вот вроде как им, да, и тут, смотрите, рядышком сразу же и обман выпадает, видите, вместе с ним. Я так и подумала, видя эту рыбу, потому что вроде кажется, да, то есть такой влиятельный, серьезный, да, что вот он не может обмануть, а на самом деле может, да, то есть создаст впечатление, что можно доверять ему или ей, да, то есть это будет обманчиво по рыбе. Ну и плюс еще есть ключик, у вас практически весь ряд перешел вниз. А ключ показывает, что все в ваших руках в этот день. То есть при желании вы можете избежать вот этой ситуации, этой неприятности. Да, то есть вы можете, ну, скажем так, не повестись, да, на вот эти вот уловки и избежать неприятностей. Но тут уже от вас будет зависеть. Значит, смотрим, что получилось. Неприятность, общение с каким-то влиятельным человеком, обман, скользкое дело. Но при этом у вас, да, вот все в ваших руках. Этого не допустить. И также у вас еще выпадает все хорошо в личной жизни, любовь, свидание и пустые разговоры. Но я думаю, что это пустые разговоры на вот этом свидании у вас могут быть в этот день. Так что, с одной стороны, да, вот плюс в личной жизни, с другой стороны, минус в общении с каким-то человеком. Благодарю за внимание, тельцы, и перехожу к близнецам. Так, смотрим, близнецы. 7 апреля, пятница. События для близнецов. Домик. Праздник, мероприятие в доме. Конфликт. Смотрите, конфликт может быть в каком-то деловом разговоре. Бабочка. Ключ. Да, то есть ключик показывает, что все в ваших руках, то есть вы можете избежать этого конфликта. Обман, видите, даже показывает причина, почему, да, то есть почему этот конфликт, потому что в разговоре вы, ну, как-то, видимо, вычисляете, что человек вас обманывает. Время еще выпало, будильник. Какая-то проблема может быть со временем в этот день. Может быть обман со временем. Обещал там сделать, допустим, в один день, да, и не сделал, да, там заказ или что-то. Как-то вот так может быть.
Шарики, хорошие новости по горизонтали. Так, смотрим еще, что здесь. Горизонтали нет, а вертикали. Вертикали тоже нет. По диагоналям соединять нельзя. Да, то есть, кто еще не знает. Смотрим, значит, получается, в этот день может быть какое-то событие дома. Может быть деловой разговор, в котором будет обман и конфликт. Проблема может быть со временем в этот день. Вы можете, да, не успевать, спешить, торопиться, опаздывать. Но опять же, время еще может показывать, что конфликт будет из-за времени. Тоже вот может быть. При этом у вас есть ключик, который показывает, что все в ваших руках. Да, то есть все будет так, как вы захотите. И еще будут хорошие новости. Да, вот из плюсика. Так что, близнецы, вот такой для вас денек будет в пятницу. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Смотрим раки. Седьмое апреля. События дня для раков. Пятница. Ой, не так. Пятница. Якорь выпадает первым событием. Якорь у нас всегда показывает остановку, фиксацию. Да, то есть часто по якорю мы проводим много времени где-то в одном месте. Застолье. Вот, возможно, на каком-то застолье якорь бросите. В пятницу. Разлука, чемодан. Здесь, значит, смотрите, может быть корона или может быть цыпленок. Но я первую корону увидела, оставляю ее. Корона – это влиятельные люди, да, то есть представители закона, власти, каких-то госструктур. Возможно, на застолье, да, будет такой человек. И еще может быть, смотрите, вы с этим человеком могли быть в разлуке. Да, то есть, допустим, и встретились. Или наоборот, после этой встречи человек или вы, кто-то уедет из вас, да, то есть вы, ну, расстанетесь на время. Потому что два события обычно проигрываются вместе. Если вы увидели цыпленка, цыплята это дети. Хорошие новости, смотрите. Пустые разговоры. Так, и проверяем горизонтали, вертикали. Ключ. Ну, ключ показывает, что все в ваших руках в этот день. Все двери перед вами открыты, поэтому все вот как захотите, так и будет. Значит, смотрим, получается у вас с утра якорь, да, то есть, скорее всего, что вот первая половина дня, тут особо ничего происходить не будет по якорю, да, то есть вы где-то будете на одном месте. Все события, видите, в основном выпадает вторая половина дня, то есть какое-то застолье, разговоры, хорошие новости, ключик, открытые двери, возможности, общение с каким-то влиятельным человеком. Ну, разлука – это, возможно, расставание после общения с ним или с ней. Да, то есть тут вот может так проиграться. Так что вот такой день у вас в пятницу. Благодарю за внимание. Перехожу
ко львам. Львы. 7 апреля. Пятница. События дня для львов. Покажите мне. Лебедь, верность. Любовь. У вас тут, видите, все вокруг личной жизни крутится. Сердце, лебеди. Деньги, прибыль. Флаг нельзя. Радость, хорошее настроение, солнышко. Ну еще бы, да, то есть тут деньги пришли, любовь есть, что еще надо, да. И может быть еще поездка вечером. Может быть даже ночью, потому что последнее событие выпало. Так, дорога еще есть. Смотрим теперь горизонтали, вертикали. Чашку нельзя. Здесь нет. Вертикали я тоже не вижу. Значит, смотрим, у вас 5 событий. Первое показывает 2 события о личной жизни. Говорят о том, что у вас все хорошо будет в личной жизни. Любовь, да, то есть и гармоничные отношения в паре. Если ее нет, это может быть знакомство. И это знакомство может быть серьезным, да, потому что лебедь выпадает. Дальше точно будут финансовые поступления в этот день по сундуку. У вас будет очень хорошее настроение. Ну, вечером так точно. И может быть какая-то поездка. Может быть, вот эта поездка вызовет у вас хорошее настроение. Так что чудесный день в пятницу, львы. Благодарю за внимание. И перехожу дальше к девам. Смотрим девы. Седьмое апреля, пятница. События дня для дев. Победа у вас может быть в пятницу. Так что если у вас там какие-то суды, конкурсы, экзамены, очень хорошо. Можно не переживать, все пройдет удачно. Угу. Так, рыба. Ну, рыба — предупреждение о том, что в этот день вы можете стать жертвой каких-то обманщиков, мошенников. Поэтому будьте осторожны. Общение с другом, подружкой тоже может быть. Так, теперь проверяем. Горизонталь, вертикаль смотрим. Нет. Шарики есть. Хорошие новости по горизонтали. Замочек нельзя.
Здесь у нас нет. Также, смотрите, есть ключик, да, показывает, что у вас ключик, да, от всех дверей, от всех замков, поэтому и победа. Да, то есть все в ваших руках. Смотрим, здесь нет, здесь прибыль нельзя. Нет, нет. И нет совпадений. Получается у вас 5 событий. Первое. Ключ, да, все в ваших руках. Ключ и флаг. Победа. Общение с другом, подружкой. Хорошие новости, да, то есть это все плюсики. И единственный минус предупреждения — это вот эта рыба, да, то есть которая говорит о том, что вам надо быть осторожными и в этот день никому не доверять, потому что кто-то попытается вас обмануть. Ну вот. Такая информация у меня для вас на пятницу. Но при этом будут хорошие новости, какая-то победа. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам, а знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я для вас оставила внизу в описании. Нажимайте, переходите и жду вас во второй части.